Национальный банк Абхазии и Национальный банк Южной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках проведения первого международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Ранее были подписаны соглашения об установлении побратимских связей между Сухумом и Цхинвалом, а также соглашение о режиме торговли товарами и о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Более подробно о взаимодействии между банками Абхазии и Южной Осетии будем говорить в студии с председателем Национального банка Абхазии Бесланом Баратели. Беслан Владиславович, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Беслан Владиславович, события, которые происходили в эти дни в Южной Осетии, в которых вы принимали участие, расскажите, как прошел форум и, конечно же, соглашение, которое было подписано. Как известно, большая представительная делегация из Республики Абхазия посетила те праздничные мероприятия, которые проходили в Южной Осетии. А там, на самом деле, первый экономический форум, и День флага Южной Осетии, и праздник 35 лет независимости Южной Осетии. Все это проходило буквально каждый день. Очень плотный график мероприятий, праздничная обстановка. Естественно, мы, как братская республика, не могли оставаться в стороне от этих событий, и поэтому объясняется тем, что такая представительная делегация от Абхазии там находилась. Но мне, как руководитель Национального банка, естественно, главным образом приходилось общаться больше с моим коллегой, который возглавляет Банк Южной Осетии. И было очень много, встреч, и обсуждалось много вопросов. Мы понимаем, что и Южная Осетия, и Абхазия, в принципе, находимся в финансовом положении в одной плоскости. Мы, наверное, единственные две страны, которые пользуются российским рублем как официальным платежным средством. Это нас объединяет и делает наши банковские системы в какой-то степени похожими, поскольку у нас и в Южной Осетии нет эмиссионного центра, и вот специфика этого и характер выстраивания самой системы, банковской системы, он, в принципе, идентичен. Поэтому было очень много точек соприкосновения, и, как мне показалось, эта встреча была очень полезна. Даже можно сказать, что в некоторых вопросах Банк Абхазии пошел вперед, в частности, по эмиссионной деятельности. И, соответственно, мне было приятно делиться с нашими коллегами о том, как развиваются события в Абхазии в этой сфере, какие мероприятия проделаны Банком Абхазии. Учитывая, что и коллектив Южно-Осетинского банка очень такой подготовленный, приятный коллектив, грамотные ребята, девочки работают там, с таким энтузиазмом обращались ко мне, спрашивали, как у нас выстроена банковская система, как у нас идут зарплатные проекты, как у нас идет процессинговая деятельность, как эмиссионная. Стало понятно там на месте, что мы все-таки должны плотно общаться, потому что у нас много общего, и много общих задач, естественно, понимание того, как выстраиваются эти отношения. И у Абхазии есть опыт, которым и у Абхазии можно есть поделиться. опыт, и мы с удовольствием приняли решение подписать соглашение. Даже были удивлены, что прошло столько лет, а у нас до сих пор нет соглашения, которое бы усилило взаимодействие и работу между нашими банками. Тем более, что, как вы только что говорили, что подписано соглашение о торговле между Южной Осетией и Абхазией, что будет способствовать увеличению товарооборота между странами. Естественно, банковская система наша еще плотнее будет способствовать этому процессу, поскольку в рамках соглашения предусмотрено открытие кор-счетов, что оперативнее будет обеспечивать финансовые потоки, обмен опытом, обмен знаниями и так далее, все, что будет способствовать укреплению наших банковских систем. Беслан Владиславович, как вам кажется, это решение больше политическое или экономическое? Потому что пока торговли есть какие-то товары, которые... Вы задали правильный вопрос. На самом деле это может показаться ненужным вообще, потому что, в принципе, и Абхазия может функционировать без связи с Южной Осетией, поскольку у нас главный стратегический партнер Российской Федерации, весь наш экспорт может она поглотить и удовлетворить весь импорт. То же самое может сказать и Южная Осетия. И понятное дело, что у нас не промышленные экономики в Абхазии, в Южной Осетии
очень такая однобокая структура. Ну, не могут в маленьких экономиках разветвленная сеть экономики функционировать. Так не бывает. И тем не менее, именно понимая, что мы братские республики, что мы пережили, по сути, одну войну, что у нас очень много общих проблем, мы должны друг другу помогать. Вот здесь самое главное слово «должны». Если мы будем делать акценты на то, чтобы помогать друг другу, это будет способствовать и улучшению экономической ситуации и в Осетии, и в Абхазии. Например, условно говоря, я на форуме слышал о том, что предприниматели готовы предоставлять Абхазии продукцию сельского хозяйства, инноводческую продукцию, строительные материалы, тех, которых, например, у нас нет. Почему бы не поддержать наших коллег, наших братьев и не, значит, импортировать товары из той страны? Даже несмотря на какие-то, возможно, логистические проблемы, Несмотря, но эти шаги... сейчас, если будут отменены пошлины, это будет приводить к тому, что цены будут конкурентоспособными, и это может быть так и случится, что в результате конкурентной борьбы юго-осетинские производители смогут быть представлены на абхазском рынке. Какие-то товары уже появляются, уже есть. Например, пиво из Южной Осетии, и многим уже полюбилось. Я была удивлена, что вот многие уже об этом пиве знают. Нет, просто зависит от того, какие акценты мы будем ставить во внешней торговле. Если мы будем акценты смещать немножко в эту сторону, то, безусловно, это будет способствовать росту товарооборота между странами. Как вы правильно отметили, немножко логистически сложно все это организовать, но в наше современное время, когда, не знаю, нефтетанкеры проплывают полземного шара и преодолевают там десятки тысяч километров, то наши 1000 километров — это не такая непреодолимая, так скажем, И торговые преграда. маршруты меняются. Да. Привычно. Пример Национального банка Абхазии, он уже перенимается. Это очень приятно. Давайте об этом поговорим вот в рамках соглашения. Что дальше? И вот эмиссионная деятельность. На самом деле, вот, что было приятно мне видеть, Южная Осетия с удовольствием, с благодарностью перенимает опыт Республики Абхазия в плане эмиссионной деятельности. Ведь у нас эмиссионная деятельность началась раньше, за несколько лет, и впервые в истории Южной Осетии в эти дни, как раз 19 сентября, была имитирована, выпущена в обращение первая национальная банкнота 100 зарин, которая была представлена на первом экономическом форуме Южной Осетии, где присутствовал президент Южной Осетии, присутствовал посол Российской Федерации Южной Осетии, которые поздравили народ Южной Осетии с этим знаменательным событием. Я, кстати, если вы не против, принес с собой с удовольствием, банкноту. да, и сами посмотрим, Да, и покажем. банкнота, она тоже, как и Банк Абхазии, заказывает ее выпуск, заказывает Гознак. производство в Гознаке. В тиражом 20 тысяч штук вышло, что делает ее изначально уже редкой, как и банкноты Банка Абхазии. Ну, мне очень приятно, что до выпуска этой банкноты в прошлом году в Банк Абхазии приезжал такой замечательный руководитель Банка Южной Осетии, Сослан. Он специально приехал с тем, чтобы проконсультироваться на предмет того, как выпускать банкноты, какие есть сложности, какие риски, как правильно позиционировать, с какими сложностями Банк Абхазии сталкивался. В этом случае мы, честно говоря, рады, что мы становимся для осетин тоже таким примером, который можно использовать в своей деятельности, ведь это облегчает работу, когда уже известно, как, что делается. То есть те ошибки, которые... Протоптанной дорогой Да, уже идти с легче. которыми мы сталкивались, им это не придется делать. Вот они тоже сделали правильный ход, выпустили ограниченным тиражом 20 тысяч штук, изобразили на банкноте известного осетинского поэта, общественного деятеля Костахи Тагурова на одной стороне, а на другой стороне, так же, как и у нас, переднеазиатский леопард. Кстати, вот по дизайну да. очень напоминает именно наши купюры. Тоже яркая купюра, изображения, которые... И вот сейчас в эти дни проходит выставка в Европе, Маастрихтская крупнейшая нумизматическая выставка, на которую успели отправить небольшую партию в несколько тысяч штук банкнот. Зарина они называются. У нас абсары, у них зарины. И мне вот присылают фотографии из этой выставки. Значит, многие коллекционеры уже продают в паре эти две банкноты.
леопард юго-осетинский, так если можно сказать, и леопард абхазский. Вот они в паре, две банкноты. Получается, и наша банкнота продвигает юго-осетинскую, и наоборот. То есть там наша общность тоже чувствует. Чувствуется. И там же на встрече я, конечно, обещал нашим коллегам, что, используя связи, знания, опыт, который у меня есть в этом вопросе, мне с удовольствием даже придется и буду это делать, поддерживать продвижение южно-осетинской банкноты, потому что эта банкнота тоже нашей братской республики, к которой мы также с трепетом относимся, как и к нашей. Как внутри страны воспринимается? Это настолько популярно, как в Абхазии, или же это только набирает обороты? Там сложно об этом сказать, потому что сама эмиссия была объявлена в день нашего пребывания, 19 сентября, и сами осетины не видели эту банкноту. Но когда мне дали слово поздравительно, поздравить Южную Осетию с выпуском этой банкноты, я сказал, что это первая банкнота в их серии, которая будет, имитироваться в дальнейшем. А как любая первая банкнота, она будет бесценной. Будет и вторая банкнота, и 10-я, и 25-я. Но первая в истории банкнота, она всегда будет первой. И буквально через некоторое время, достаточно непродолжительное, она вырастет в цене в разы, и просто ее будет сложно приобрести. Я обратился к аудитории, и после этого обращения резко вырос спрос и продажи. Да, потому что я говорю, что эту тему знаю, и у нас была такая история, когда вышла первая банкнота Владислава Арзенба. Кто-то был заинтересован приобретением, большинство людей не понимали, что это такое, зачем. Но спустя 7 лет, как у нас вышла первая банкнота, она стала уже редкостью. Она выросла в цене в 5 раз, 25 тысяч рублей стоит банкнота. И даже если вы сегодня обратитесь, например, в Сбербанк Абхазии, больше 30 штук ее нет физически, потому что люди понимают, что она сегодня 25 тысяч, то это завтра будет стоить 30, а через лет 5 и 80, и 100 тысяч рублей. И как и Банк Абхазии, Юго-Осетинский банк также понимает, что доп. Эмиссия не должна быть осуществлена, иначе интерес пропадет. То есть если объявили они эмиссию 20 тысяч штук, то на этом оно должно быть закончено. И они нас услышали, тоже так будут делать. Как я понимаю, основной опыт, который они планируют у вас перенимать, это опыт эмиссионной деятельности. Не только эмиссионная, это вы вопросы задали больше по банкноте, поэтому я немножко сакцентировал на эту тему, свой ответ. А так, на самом деле, было много вопросов. Я предложил нашим коллегам приехать в Абхазию. Мы с удовольствием ознакомим с деятельностью Банка Абхазии, расскажем о том, как выстроена наша банковская система. В Южной Осетии немножко по-другому она организована. Там центральный банк не сильно разграничен от коммерческих банков, очень много функции, которые выполняет Центральный банк Южной Осетии, не свойственны для центральных банков. Например, они наряду с коммерческими банками также обслуживают клиентов. Или, например, они устанавливают банкоматы для граждан Южной Осетии. В Банке Абхазии у нас в Абхазии такого нет. Все банкоматы коммерческие банки занимаются этим. Или посттерминальное устройство, тоже это бизнес коммерческих банков в Южной Осетии. Пока такого четкого разграничения нет. Потом задавались вопросы по тому, как... Ведь у них нет национальной платежной системы, они используют карты мира российские, и там немножко все по-другому, это все организовано. И было много вопросов, как проводить политику по зарплатным проектам, пенсионным проектам, как привязать процессы кредитования. Естественно, это все невозможно было в рамках таких праздничных мероприятий, объяснять, рассказывать. Но еще раз повторюсь, что в рамках... И мы это и без соглашения сделали бы, но соглашение оформило наши отношения. А так мы примем с удовольствием наших коллег и поделимся нашим опытом. Если это будет им полезно и интересно, они будут внедрять у себя в Южной Осетии. Если вообще говорить о соглашениях, которые на полях форума были подписаны, это соглашения, которые создают такую единую, можно сказать, единое пространство Абхазии, России и Южной Осетии. Для создания такого пространства это такой шаг
сторону? Нужно понимать еще раз, что мы все равно находимся в рублевой зоне все. Это на самом деле облегчает многие вопросы, потому что отсутствуют вопросы, связанные с конвертацией, с корсчетами, упрощает нашу жизнь. Другое дело, что само по себе соглашение подписанное, оно останется всего лишь бумагой, если за этим не будут стоять конкретные действия, направленные на реализацию тех норм, которые в самом соглашении прописаны. А так, конечно же, вы правильно ответили, что идет унификация, потому что э, когда много общего, легче продвигать, легче взаимодействовать, легче интегрироваться. Чем интересна Абхазия? Вот мы много говорим про то, что мы можем дать Южной Осетии. Вы имеете в виду, я Да, могу как банк только говорить? да, Или вы как сейчас, банк. да, как Давайте банк. как Как банк. банк мы можем говорить о том, как у нас неплохо выстраивается процессинговая деятельность, как мы развиваем ее, карточный процесс, карточный бизнес, посттерминальную вот эту сеть выстраиваем. И интересно для них, как мы зарплатные проекты реализовываем, как вот эти карточки становятся предметом обеспечения по выданным кредитам. Ну и, конечно же, это эмиссионная деятельность, которая приносит большие доходы. Ведь маленькая страна, даже если они будут выпускать по одной банкноте в год, это может приносить им там от 20 до 30, а может и до 50 миллионов ежегодно Юго-Осетинскому банку. Это хороший источник доходов, который может как бы быть сопоставим с другими доходами, которые получает Банк Южной Осетии, а может быть и больше. При грамотной работе, как и для Абхазии, для Банка Абхазии, для нашей страны, это тоже дополнительный источник. Кроме популяризации, кроме имиджевых вещей, это все понятно и нужно. Это ведь символ государства, да? Банкнота. Ведь не может юрлицо, частное лицо, даже такой богатый человек, как Илон Маск, он не может выпустить банкноту, что у него нет такого права. А несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия маленькие, нам далеко до Илона Маска, условно говоря, его компании. А мы это можем сделать, потому что мы являемся государством. Вот это нас отличает. Мы об этом даже с вами отдельно говорили, про такой культурный аспект и то, какую миссию, помимо всего прочего, экономического эффекта, культурную, какую миссию несет в себе эта банкнота. Если, пользуясь оставшимся временем, вообще о планах по эмиссионной деятельности нашего банка, если говорить в этом году, что интересного нас ждет? Ну вот и на форуме мне очень много вопросов задавали. Оказывается, не оказывается, так и известно было, но я не думал, что о банкнотах Абхазии будет много вопросов на экономическом форуме в Южной Осетии. Когда Но, речь видимо, должна была идти о торговле больше. Да, о торговле больше к министру экономики было вопросов. Мне-то больше по банковским делам и по эмиссии. Очень много журналистов российских наслышаны наших в банкнотах о нашей эмиссионной деятельности. И пришлось много раз давать интервью и рассказывать практически одно. Это же мне не пресс-конференция была, там сегодня утром с одним журналистом, вечером с другим. Приходилось повторяться. Сейчас я очередной раз расскажу то, что было сказано. А сказано было вот, что Банк Абхазии в следующем году выпустит 2 банкноты номиналом 250 и 5 абсаров. На одной банкноте будет изображен Нестор Лакоба, 250 абсаров. У нас получится линейка, выстроена следующим образом. Все, что свыше 100 абсаров, будут общественные деятели, выдающиеся личности. Все, что меньше 100 абсаров, это, флора и фауна. Вот в осетинской банкноте на аверсе деятель, на другой там флора и фауна, да, как бы они таким Объединили пошли, да. 2 темы. Вот, и в следующем году вот эти 2 банкноты, если мы о банкнотах только говорим, то серия будет закрытой, и все, больше эту серию Банк Абхазии выпускать не может в соответствии с законом Республики Абхазия. И, естественно, как только Банк Абхазии заявит о том, что серия завершена, эмиссии больше не будет, эти банкноты взлетят в цене. Обычно так бывает, не только в Абхазии. Как только заявляется, Ну и что... ваши слова сейчас в любом случае будут действовать Да, как после этого сигнал к многие действию. спрашивают, что больше никогда не будет банкнот? Нет, конечно, будут и дальше, но это уже будет совершенно, как говорится, другая история. И могу вам сказать, что еще один ряд банкнотных ожидается, но это позже, пока не буду раскрывать секреты. А вот то, что касается
банкноты, то в следующем году 6-я и 7-я. И будет серия завершенная из 7 банкнот. Самая дорогая, самая высокономинальная и первая И банкнота. очень символично, да? Владислав Цифра 7 вообще Арзенбах. для Абхазии. Да, но мы как бы тоже подгоняем под эту всю историю, если честно. И получится красивый такой ряд, который, в принципе, известен уже большому, широкому кругу банистов, нумизматов не только в Абхазии, России, но и далеко за ее пределами. Беслан Владиславович, а если в денежном выражении примерно подсчитать за эти 7 лет или за последний год? Но я вам могу сказать, только банкнотная деятельность принесла Банку Абхазии более 100 миллионов рублей. Это, по сути, такой хороший источник для Банка Абхазии. Более 100 миллионов рублей. Там каждая банкнота... На самом деле все просто. Это открытая информация. Там иногда бывает, читаю в Фейсбуке, пишут, сколько там миллиардов, миллионов заработал банк. Все это очень просто посчитать. Известно тираж и стоимость. Ну, условно говоря, если тираж 10 тысяч штук, стоимость банкноты 100 абсаров 1000 рублей, умножаете 10 тысяч штук, тираж на 1000 рублей, вот вам эта банкнота 10 миллионов принесла. Или, например, вот эта желтая банкнота с леопардом стоит 100 рублей. Тираж 500 тысяч штук. 500 тысяч штук умножаем на 100 рублей, 50 миллионов рублей. Вот так можно самому, не будучи экономистом и банкиром, сесть и посчитать, что это приносит Банку Абхазии. Все как бы очень просто, как и да, везде. с одной стороны прозрачно, но с другой кто-то, допустим, возвращает эти валюты, банкноты продает, а потом в цене эти банкноты... Это уже Банка Абхазии не касается. Мы не зарабатываем на этом деньги, то есть мы не коммерческий банк. Банк Абхазии зарабатывает на том, что мы делаем заказ, условно говоря, заказ госзнаки стоит 5 миллионов рублей банкноты. Там им не важно 100 рублей нарисовать или 500 рублей. Ну, Сбербанк может заработать. А вот коммерческие банки зарабатывают на этом, потому что они приобретают в национальном банке по номиналу. Мы не имеем права в соответствии с законодательством продавать дороже. А дальше коммерческие банки продают. И сегодня появляется вторичка. Вот, например, банкнота Владислава Арзенбаха уже давно реализована Банком Абхазии. У нас ее нет. Соответственно, вторичка. И вот сегодня Сбербанк Абхазии приобретает банкноту, которую сам продавал 3 года назад по 5 тысяч рублей, по 15 тысяч рублей Владислав Арзенбах, а продает по 25. То есть появляется вторичка. Это уже доходы как банков, как коллекционеров, нумизматов и тех, кто этим занимается. И, возможно, уже в скором времени такой рынок появится и в Южной Осетии благодаря да, безусловно. А мы будем советовать, как его развивать, и они будут это делать с удовольствием. Беслан Владиславович, большое вам спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо за приглашение. А нашим слушателям напомню, в нашей студии был глава Нацбанка Абхазии Беслан Барателя. Мы говорили о соглашении Национального банка Абхазии с Национальным банком Республики Южная Осетия.